Спасибо! 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 Выражаю особую благодарность вот этим сисечкам из первого ряда. Огромнейшее спасибо! Спасибо координатору зрительного зала за то, что посадил эти сисечки в первый ряд. Благослови тебя, Господь! Так отвлекают. Я уже собирался начать, но... А, вы тоже все здесь? Потрясающе выглядишь, если честно. Серьезно, серьезно. Поздравляю, друг мой. Я так рад, что вы все собрались. И тебя поздравляю, друг мой. Взгляните-ка на его белую цыпочку. Черт возьми! Тот нигер позади тебя такой. Блин, чувак, я-то сам с девушкой, но, блин, серьезно? Она изумительна, не правда ли? Только честно. Он со своей черной, она такая. Ну не, ну это высший класс. Перед нами белая высшего класса. Это белая, она просто... Блин. 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 Черным женщинам такое не нравится, но перед нами... Белая с высшей полочки. Знаете, как оценить красоту белой женщины? Ее ценность. Надо посмотреть на нее и рассчитать, сколько времени ее бы искали, потеряйся она где-нибудь. Давайте посмотрим, давайте. Эй, Диггер, ты тоже давай смотри. Я вижу недоумение на вашем милом личике. Если вы потеряли, сколько бы вас искали? Ну сколько? Вот и она сама не знает, она просто делала так. Вы ведь сечете, я ж не говорю ничего плохого. Жизнь белой ценна. Как там ее имя? Йоран Вандерслут? Так кажется. Он оказался серийным убийцей. Черт, он убивал женщин, вот что он делал. И делал он это хорошо. Понимаете, мы знаем имя девушки, которую он якобы... Как там эту девушку из Арубы? Натали Холлоуэй, да? Он же совсем недавно убил еще одну девушку, Перо. Как ее зовут? Вот именно. Видите, как вы быстро сказали? Ты же и сказала Натали... Натали Холлоуэй! Тот ангел! Сказали так, будто участвуете в 100 к 1. Итак, назовите имя белой девушки, которую искали на протяжении 5 лет в Арубе. Натали Холлоуэй! И результаты опроса. Назовите имя перуанки, убитой вчера. Как же звали ту большеголовую третьесортную перуанскую сучку? Кажется, Йодис или что-то такое глупое. Не злитесь на самих себя, сами же виноваты. Вы же видели, как быстро вы сказали Натали Холлоуэй. Сама Дайана Росс сказала она знала ее имя. Та белая была Натали Холлоуэй. Помните футболистов из Майами, без вести пропавших во время морского путешествия? Их искали 8 минут. От силы. Просто послали кого-то взглянуть с берега. Я не вижу их. Придется отменить поисковые работы, так как солнце слишком сильное. Солнце. Условия работы невероятно сложные. Если я пойду в море, я повешу себе на брелок белую цыпочку. Если уж моя лодка пойдет ко дну, меня найдут. Прицеплю ее себе прямо к ремню. И одену я ее очень по-белому. Надену на нее дисквердовские штаны.
Абую-буги. А потом сфоткаю ее и напишу: посмотрите на эту белую цепочку, не пойдете искать меня, она пойдет ко дну со мной. Меня бесит то, как много черных не пользуются своей расовой свободой. Я могу говорить все, что мне нафиг вздумается, а белым только и остается сидеть и принимать все это. Ну да, я ужасный. Давайте будем откровенными. Я люблю говорить с белыми о честности при разговорах об Обаме. Вы попытались. Вы попытались. Вы дали ему двухгодичный шанс, вы такие: ну да, я попробовал. Мы попробовали. Я зол на него, потому что надеялся, что у меня будут белые рабы к этому времени. Я думал, настал час расплаты. Я думал, что у меня будет белая семья. Какая-нибудь огромная белая баба разогревала бы мне постель. Шла наверх, Сьюзен. Разогрей мою кровать, а затем покорми моего ребенка своими огромными белыми сисяндрами. А я пока пойду вниз, буду смотреть твоему мужу в лицо и решать, продать мне его или нет. Эй, ты ведь знаешь, что твоя женщина сейчас наверху мне постель разогревает? Филипп. Вам некомфортно от этого? Ну да, признаю, было слишком. Извините. Я такой старый, что пиздец. Я стар. Я печатать не умею. Но я не осознавал, насколько печатать полезно до сегодняшнего дня. Я проебал все свои печаточные времена, называя людей геями за то, что те учились печатать. Сидят 6 чуваков. Ты чё печатаешь? Секретарем хочешь стать, что ли? Хули ты делаешь, пацан? Пошли лучше хлеба украдем. Мы крали хлеб и колбасу из супермаркетов. Делали из них сэндвичи и продавали их во время занятий по печатанию. И теперь я не умею печатать. Если ты не умеешь печатать, пытаешься сосуществовать с теми, кто умеет. Ты осознаешь свою неуместность и прекращаешь пытаться, понимаете? Вы просто знакомитесь с какой-то девушкой по интернету. Привет. Она вам отвечает семистраничным трактатом. Привет! Бум! И ты такой: блин, серьезно? Так много слов? Ты же видела, что я написал привет. Я, видимо, это прокричал большими буквами. Так что ли, да? Считаешь, я сказал привет? Ай, сучечка! Ай! Считаешь, так все было? Правда? Серьезно? Писать правильно не могу. Не могу. Скажем, если бы мне пришлось написать ресторан, вплоть до сегодняшнего дня, чтобы спасти жизнь своей маме. Скажем, если бы кто-то держал мою маму в заложниках, приставил бы пушку и к ее голове и сказал мне: нигер, а ну напиши ресторан. Или я прострелю твоей маме башку. Я бы просто посмотрел на нее. Я люблю тебя. Посмотри на меня, мама. Она рыдает. Пойми, что я люблю тебя всем своим сердцем. Хорошо увертываться, нигер. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Окей. Ща. Рести. Боже мой, вот где начинается. Господи Иисусе. Тому дальше, что ли? Разве Ресту. Сту. Рант. Рарант. Руант, что ли? Там Эйо или О? Ладно, давай другое слово. Чувак, давай другое слово. Дай еще одно слово. Предоставь моей маме шанс выжить. Tomorrow? Блять. Probably. Да ёпт. Банана. Окей, давай. Бан. Нэнэн. Энэнэн. Там, кажется, семен.
В банана, нет? Ананананан. Анананан. Анананан. Ананан. Я невежда. Ты футбольный фанат? Был таким всю жизнь? Заметил, что футбол стал мягче, произошли изменения. Такое чувство, что, возможно, это старое мышление. Когда я занимался, ты футбольный фанат? Нет? Вот, блин, тут что-то есть. Он не фанат, блин, какой пацан. Меня это в шок повергло. Чувак не фанат. Не, слишком жестоко. Футбол! Не такой, каким он был еще. Когда я начал заниматься футболом, это были гладиаторские бои. Он был злым, очень злым, понимаете? Например, в то время, когда играли мы, если кого-то сбили, и он не мог подняться, мы не держались за руки. С командой противника не молились. Типа, когда все стоят, держать за руки, молятся. Мы делали что-то типа индийского круга для ритуальных танцев вокруг него и говорили: «На, Дига, получил?» И вся толпа такая: «Он парализован!» Точно! Воу-воу-воу! Подходили к его рыдающим мамаше со словами: «Вот так, леди, больше не выпускайте играть его с убийцами!» Он даже пальцами на ногах пошевелить не может. Взять его носки! Взять носки! Мы привязывали эти носки к шлемам, чтобы следующая команда, увидев нас, сказала: «О, это же та команда, отправившая Тайсона в паралич! Ябаный в рот!» Вокруг шлема для запугивания других. И не то, что мы намеренно кого-то травмировали. У нас просто так выходило. Леди, давайте обсудим. Давайте немного поговорим о домогательствах. Почему нельзя мне вас домогаться? Иногда, хоть иногда. Мне никогда нельзя до вас домогаться. Никогда? Я же не говорю... Я всего лишь... на работе. Это нечестно, что я не могу вас домогаться на рабочем месте. Вы выглядите так, как выглядите. А мне нельзя чутка такого всякого. Сейчас нужно быть осторожным даже тогда, когда говоришь: «Эй, ты сегодня прекрасно выглядишь». Настолько все запущено. Я считаю, что мы должны быть вправе комментировать любую часть тела, которую видно, коли уж ты... Не, серьезно. Как тебя зовут? Джинни. Джинни, без обид, но если я с тобой работаю, мне должно быть позволено сказать: «Джинни, какие красивые у тебя дойки». Так как я вижу... Не знаю я точного научного термина. Вот я узнаю господина GPA. Равным 84,9. Каков? Каков научный термин, описывающий дойки? Как именно? Я не про пазуху, это пространство между грудями. Я именно про мясо, про сисечный компонент. И я не подразумеваю ничего плохого, а просто как бы... Понимаете, о чем я? Это для того, чтобы избавить меня от необходимости весь последующий день притворяться, что я не вижу того, что... Ну вы поняли. Давайте придем к консенсусу, не стоит добиваться моего увольнения. Женщины, работающие бок о бок с мужчинами, это то же самое, что медведь-гризли, работающий бок о бок с лососем, измазанным медом. Так вот, вы мажете лососем медом, а гризли такие:
И лососю разрешат комфортно проходить рядом с гризли со всем этим медом и рыбой. Доброе утро, гризли. И гризли такие. Нельзя даже прорычать. Чё как рыбка? Господи, отдел по управлению персоналом. Там гризли только что повели себя как гризли. Так вот. Нельзя даже сказать «доброе утро». Добрая рыбка, добрая. О, нельзя даже касаться. Даже вот так. Хоть бы отхватить этой рыбешечки. Этот мед, боже мой. Рыбка с медом. Блин, моя любимая. Обычно я убиваю рыбку и съедаю ее, но... об эту лишь бы потереться, лишь слегка. Черт. Это угнетает, не полагается даже. И с этими камерами повсюду нельзя даже вытворять всякие стрёмные штуки, пока она не видит. Было бы это неуважительно, если бы я подошел и сказал: «Как тебя зовут?» «Торрелл». Так вот я говорю: «Привет, Торрелл, мы работаем вместе. Сделай мне одолжение, дай знать, когда пойдешь в уборную, чтобы я смог обнюхать твой стул». Это неуважительно по причине своей сексуальной направленности, но это также удерживает меня от... Слушайте, я вообще считаю, что должен быть официальный праздник. За неимением лучшего названия «День домогательств». Ну не... Знаю, звучит неважно, но... Я имею в виду день, в который я могу узнать... И вот почему День домогательств должен существовать. Женщины все время ведут себя в сексуальном плане неподобающе. И под словом «неподобающе» я подразумеваю то, когда мне говорят «Привет». Слишком близко. «Привет». Или всякие странные массажи, так как вы считаете, что мы друзья. Доброе утро! И поцелуйчик, после которого ты такой... И остается только догадываться, а вдруг, кто знает. Так вот, День домогательств предоставляет возможность спросить то, что весь год. Я предлагаю вторник до Дня Благодарения. Это красивый день с покупкой цветов, со всеми делами. Весь себя приятный, подходишь и очень уважительно говоришь: «Привет, как дела? Приятного дня, счастливого дня домогательств». И потом говоришь: «Послушай, меня интересовало весь год. Не отсосешь ли ты мне в подсобке?» Если она отвечает: «Не, спасибо, я не...» Ничего, спасибо, цветы оставь себе. Я допустил ошибку, я думал, что ты шлюха весь год. Я был в растерянности, я считал тебя шлюхой, кое ты не оказалась. Я хочу еще вот что сказать. Не знаю, как называть тех, кто чрезвычайно любит животных. Мне становится плохо, когда я вижу мучающихся животных. Я в курсе, что это противоречит стереотипу, популярному в наши дни, о том, что черные не переносят животных. Типа мы терпеть не можем кошек или собак. Новости виновны в этом. Они показывают только тех, кто ненавидит животных. Когда произошел тот скандал с Виком? Что вы думаете о Майкле Вике и его собаках? И каждый, кого не показывали, только и делал: «Собаки, да хуй с собаками, чувак!» Да я собаку бы прямо сейчас в ведре утопил. А ну дайте сюда собаку. Где собака, бля? Оби нафиг, ненавижу собак, ненавижу. А потом показывают, как белая целует собачку с языком. Просто чтобы продемонстрировать, что белые любят собак, после чего он возвращается к тому. Он злой такой, только посмотрите, как эта белая сучка сосется с тем дьяволом. Дьявольская сучка, целующая с языком шакала.
Дьявол сосется с шакалом. Она все такая печальная. Странное противостояние. Им всем выгодно, что белое и черное всегда находились в состоянии войны. Как можно Я не понимаю людей, ненавидящих животных. Я не говорю им, что терпеть их не могу, это сложно и требует некой степени близости между нами, когда они говорят, что ненавидят животных. Некоторые смотрят на детеныша тюленей и говорят, жду не дождусь, когда смогу заехать этому уёбку по лицу.